Общественное объединение «Атул» – это далеко не молодая уже организация. Мы возникли в 2002 году, и основной целью создания данного объединения было именно построить такой диалог между органами местного самоуправления и гражданским сектором. 2002 год – это как раз было строительство таких взаимоотношений, стало появляться достаточно большое количество доноров, которые захотели работать с гражданским сообществом Кыргызстана. Именно в этот период начинает взросление неправительственного сектора и вообще возрождение неправительственных организаций. Уже будет скоро 10 лет, как я работаю в общественном объединении «Атул». Я пришла не случайно, до этого я знала уже теперь моих коллег Галию Бахтуглиджи и Айдаиджи, которые работали по проекту, и мы были партнерами. И мне предложили работу в качестве специалиста по информированию, и я начала помогать организации с информированием. А дальше больше я начала уже вовлекаться в всякие проекты и большую часть своей работы посвятила работе с молодежью. Если мы сейчас будем говорить о тех проектах, которые мы реализовали, каждый проект он универсален по-своему, и каждым проектом мы гордимся по-своему. Например, на общественном объединении «Атул» в 2004 году мы были первыми инициаторами по всей республике. Мы работали над созданием площадки общественных советов. То есть это была такая новинка общественного совета, куда входили неправительственные организации, входили отделы гражданского общества и лидеры каких-то сообществ, которые хотели построить диалог с органами местного самоуправления. В 2004 году в Караколе, это первый город по всему Кыргызстану, где открылись такие общественные советы. Это уже позже, в 2013 году, общественные советы были закреплены постановлением Кыргызской республики, правительством Кыргызской республики. Но именно «Атул» мы были пионерами в этой области. Также я хочу сказать, что в 2008 году мы реализовали очень классный проект, это «Новый герой Кыргызстана». Проект был направлен на то, чтобы показать сообществу, что в трудное время, вы помните, 2008 год это дефолт был, это была большая инфляция, и нам нужно было показать, что среди гражданского сообщества есть лидеры, которые могут повести за собой население, могут решить какие-то проблемы. Общественное объединение «Атул» для города разработало стратегию восстановления речных сетей, стратегию восстановления каналов. Мы не просто предоставили городу такой документ, в котором говорилось о том, сколько каналов у нас есть, сколько нам нужно делать, как мы можем сократить потребление питьевой воды для того, чтобы можно было нормально использовать именно построенное водоочистное сооружение, как можно доставить людям альтернативный источник воды, это ирригационные сети, для того, чтобы поливать свои приусадебные участки. И все это мы смогли разработать в документе, предоставить такой большой, хороший документ на 5 лет городу. И кроме этого, общественное объединение «Атул» мы не просто предоставили пустой документ, но мы предоставили смету. Мы очень гордимся проектом, направленным на развитие женского бизнеса по Иссыкульской области, по Кыргызстану в целом. Опять-таки мы делали большой проект, где мы обучали женщин навыкам бизнеса. То есть очень много женщин хотят начать бизнес, но не знают с чего. А вот через наш проект мы по шагам показали, с чего нужно начинать, к кому нужно обращаться, какие деньги, как строить бизнес-план, проектировать свой бизнес-план, откуда можно брать деньги, кто может помочь в том или ином направлении. То есть, начиная от таких теоретических навыков, мы закончили практической большой работой, когда наши женщины смогли начать какой-то свой бизнес. Принято думать, что женщины должны заниматься исключительно домашним хозяйством. Многие верят, что место женщины на кухне. Есть мнение, что женщины не в силах. Но сегодня мы расскажем о женщинах, которые могут, которые готовы меняться и менять мир вокруг себя. О женщинах, готовых идти за своей мечтой. О женщинах, которые успешно занимаются своим делом. Поверьте, женщина способна на многое, на очень многое.
Я бы хотела сказать, что в отношении последней тенденции о том, что неправительственные организации являются иностранными агентами, мы являемся грантоедами и так далее, я хотела бы сказать, что такие понимания порождаются теми людьми, которые далеки от системы, да? То есть просто они услышали о чем-то, но не хотят вникнуть. Я считаю, что вот неправительственные организации больше в своем составе, они очень много функций, полномочий выполняют на местах органов местного самоуправления. Мы подотчетны донору, да, мы подотчетны органам местной власти, мы предоставляем отчет в налоговую инспекцию, мы сдаем налоги как положено, мы платим 17-25% от организации, мы платим все налоги, предусмотренные законодательством Кыргызской республики. В регионах мы не получаем баснословные зарплаты. И каждую копейку, которую мы получаем от донора, она у нас тратится по назначению, потому что за каждую сом, за каждый тыин нам приходится отчитываться. Мы делаем большой финансовый отчет, и мы за все это отчитываемся. И, конечно, это очень обидно, когда вот нас обзывают так и говорят, потому что это несправедливо. Но я бы сделала большой акцент, что на сегодняшний день правительство Кыргызской республики, это сделаю я открытое заявление, не боясь, и я скажу о том, что правительство Кыргызской республики сейчас является самым большим потребителем донорских денег. Поэтому мы, неправительственная организация, это просто капля в море, потому сколько мы средств можем получать. Но какую большую работу и отдачу мы делаем, это говорит о том, что мы не являемся на сегодняшний день грантоедами, и все-таки мы направлены на развитие Кыргызстана. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Самия, и с некоторыми я тут знакома, а с некоторыми нет. Всем приятно познакомиться. Так вот, я являюсь участницей проекта ICANN. Сейчас я хочу рассказать, точнее наша команда, мы все вместе хотим рассказать, что такое вообще Empower Clubs, наша цель, чем мы хотим, каким образом мы хотим развивать нашу молодежь и наших девочек. Проект называется «Я могу». Проект опять-таки направлен на повышение потенциала девочек в возрасте от 14 до 17 лет. Проект прошел у нас по Иссык-Кульской области. Если мы раньше подобные проекты делали по городу Каракол, и мы видели изменения среди девочек, то сейчас мы попробовали взять отдаленные села, отдаленные районы. И вы знаете, что этот проект принес нам такое большое вдохновение, потому что мы видим, когда мы приехали первый раз вот в Тюбский район, Житомирский район, Тонский район, город Балкчи, Каракол, Чубаната, мы приезжали и видели глаза девочек, это было в октябре, и сейчас мы видим, какой рост они получили за эти 8 месяцев. Это очень хорошая работа, которая направлена именно на помощь детям в реализации себя. Дети могут через наши проекты открыться, они научились не только каким-то определенным навыкам, ораторскому искусству, лидерским качествам, научились строить цели и задачи, но и вот в мае, в апреле месяце наши дети сами самостоятельно смогли реализовать проекты, направленные на решение каких-то маленьких проблем именно своих сел, да, своих селений. И вот они могли показать, что мы, девочки, можем сделать многое, да, для развития нашего региона. Первая женщина, которая была президентом Кыргызской республики, клуб анонимных девочек, которые могут запускать проекты, которые могут как бы высказывать свое мнение, самовыражаться тут и расти отсюда до успешной женщины, допустим, сможет просто порвать весь этот мир и жить просто на изи. Особенно сейчас стало тяжело работать с подростками и в силу того, что в обществе очень много родителей, которые так безразлично относятся к своим детям, и они думают, что школа должна только заниматься воспитанием, и их предоставляют самим себя. И очень часто молодежь остается такой незащищенной, потерянной, поэтому наша организация пытается уделить внимание девочкам в особенности, потому что многие родители находятся в миграции. И вот тут есть куча проблем, проблема отцов и детей, недопонимание поколений. Поэтому мы ведем работу в этом направлении, чтобы хоть как-то
привлечь внимание к этим проблемам, и не только привлечь, а еще и стараемся решать эти проблемы через обучение, через практическое применение вот этих знаний. И вот уже на стадии завершения наш проект. Здравствуйте. Ой, привет, Аиша, проходи. А это Аиша, одна из участниц нашего проекта, она из ТЮПа. Она может рассказать вам о том, чем занималась их команда. Благодаря проекту ICANN я развила свои лидерские качества, организационные качества. Во время реализации своих собственных проектов у нас был проект «Мамы и дочери», и когда мы реализовывали этот проект, мои отношения с мамой улучшились, то есть мы с мамой начали общаться чаще, я ей начала рассказывать свои секреты. Я начала развиваться, я раньше вообще не разговаривала, допустим, не знакомилась там с кем-то, я просто не могла сказать, допустим, привет. Мне было стыдно, не знаю, я стеснялась очень сильно. Для нас в организации АТУЛ это новые возможности. АТУЛ безразличие. Светлое будущее и процветающий Кыргызстан. Хотелось бы сказать, что АТУЛ, да? Какой перевод? АТУЛ — это гражданин. Вот мы через нашу идею, через нашу работу, мы являемся гражданами Кыргызской Республики. И вся наша работа направлена именно на улучшение благосостояния, социальной сферы, да, построение диалога с органами местного самоуправления, как граждан Кыргызской Республики.